Добрый вечер. В эфире региональные вести, в студии Лариса Шамаева, и в начале о главных темах. Алгоритм действий. Цель нашего мероприятия, чтобы отработать тактику оказания медицинской помощи. Роспотребнадзор провел плановые учения по организации противоэпидемиологических мероприятий. Дорожная инфраструктура. Подрядная организация ведет работы в соответствии с календарным графиком, имеет всю необходимую технику для реализации данного проекта. Продолжается реконструкция автодороги Долинск-Зебиюрт-Микинюрт. Кулинарный праздник. Фестиваль Хинкал-Джекал вновь подтвердил свой статус важного культурного события, объединяющего традиции и гостеприимство чеченского народа. В Шалинском районе прошел фестиваль, посвященный одному из самых любимых блюд чеченской кухни. В рамках рабочей поездки в Москву председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов встретился с секретарем Генерального совета партии «Единая Россия», первым заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Владимиром Якушевым. Официальные лица обсудили вопросы текущей деятельности и планы чеченского регионального отделения партии. Стоит отметить, что оно входит в десятку лучших среди субъектов страны, а также находится в лидерах по показателям качества и срокам реализации федеральных и региональных проектов. Из столицы Чеченской Республики в Саудовскую Аравию отправилось 200 паломников для совершения хаджа. Из международного аэропорта Грозный вылетел первый самолет. Путевки оплачены региональным общественным фондом имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. За счет благотворительной организации также организовано проживание в гостиницах, питание, передвижение до пунктов назначения. Собравшиеся впервые отправились в хадж, проводил их советник главы региона, муфти Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев. Сэр хаджал умрат дейдош, хаджал умрат дарылсо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям зиярат дейдош. Остайпана бог бол буяр. Директор Росгвардии, Герой России, генерал армии Виктор Золотов вручил личный штандарт командующему Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии Владимиру Спиридонову. От Чеченской Республики на торжественной церемонии присутствовали помощник директора Росгвардии, Герой России, генерал-полковник Алибек Делимханов и начальник управления Росгвардии по региону генерал-лейтенант Шарип Делимханов. Виктор Золотов отметил, что с передачей этого атрибута на обладателя возлагается особая ответственность за выполнение важнейших государственных задач. Также в рамках мероприятия директор Росгвардии вручил государственные награды военнослужащим Северо-Кавказского округа за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. В завершении собравшиеся возложили цветы к мемориалу. Хочу особо подчеркнуть, что войска Национальной гвардии Северо-Кавказского округа и объединенная группировка войск выступают надежным гарантом региональной стабильности. И роль войск кратно возросла на современном этапе, когда противники нашей страны, терпящие военное поражение на полях сражений, специальной военной операции, не оставляют попыток раскачать Россию изнутри. Роспотребнадзор совместно с другими службами провел учения по отработке действий при обнаружении пассажира с симптомами опасной инфекции. Специалисты отработали алгоритм экстренного реагирования от изоляции больного до полной дезинфекции транспорта. Как проходила тренировка и какие задачи отрабатывали, узнаем у Турпалали Тайсумова.
Согласно легенде учений, с рейса, прибывшего из Дубая, поступило сообщение о пассажирке с симптомами особо опасное инфекционное заболевание. Были задействованы силы санитарно-карантинного контроля, экстренной медицинской помощи, дезинфекционных служб и эпидемиологов. Учение проводится раз в году. Цель нашего мероприятия, чтобы отработать тактику оказания медицинской помощи, порядок оказания медицинской помощи, а также проведение противоэпидемических мероприятий, так как это особо опасная инфекция. Нужны мероприятия конкретные, на которые уходит определенное время. У каждой организации свои задачи для ликвидации и локализации очага. Мероприятие было организовано Управлением Роспотребнадзора по субъекту. В них участвовали ведущие профильные ведомства, включая Минздрав Чеченской Республики, Ставропольский противочумный институт и другие. Скорая помощь выносит больную из салона самолета. Она изолирована от других. Это делается для того, чтобы не заразить участников полета. Пациентку доставили в Республиканский клинический центр инфекционных болезней, где с ней начали работать специалисты данной сферы. Как отметил главный врач Хамзат Муртазалиев, учение было достаточно полезным, чтобы закрепить действия персонала при реальных ситуациях. Инфекциями особо опасными у нас относятся это чума, легочная форма, сибирская язва, холера, ящур и так далее. У нас обученный персонал имеется, у нас есть все необходимые условия, чтобы принять вот таких пациентов с особыми опасными инфекциями. То есть и на примере это все было показано, когда у нас начался ковид. По словам специалистов, все прошло в плановом порядке с соблюдением требований безопасности. Это позволило тщательно отработать все алгоритмы от возникновения сигнала с воздушного судна до эвакуации человека с заключительной дезинфекцией места его пребывания. Турбо, Лолита Исумов, Ислам Ибрагимов и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Важная для республики трасса Долинск-Зебиюрт-Микинюрт преображается. Реконструкция выходит на финальную стадию. После завершения работ жители получат современную безопасную магистраль, которая свяжет населенные пункты с высокой пропускной способностью. Подробности о сроках завершения и новых изменениях в сюжете Медины Мударовой. Реконструкция автодороги Долинск-Зебиюрт-Микинюрт началась в марте текущего года. Ее протяженность 34 километра. Обновленное дорожное полотно существенно улучшит транспортное сообщение северных районов республики с Грозным, а также между северо-западными и южными территориями. Данный участок дороги был в неудовлетворительном состоянии, а также не было проезда через это село, поэтому реконструкция дороги позволит соединить центральные северной части с западной частью республики для реализации транспортно-экономических целей. Подрядная организация ведет работы в соответствии с календарным графиком, имеет всю необходимую технику для реализации данного проекта. Важным аспектом является качество проложенной трассы. Для того, чтобы оно соответствовало всем стандартам и нормативным требованиям, привлечено лучшее оборудование. В настоящее время на объекте активно ведутся земляные работы. Это выемка и перемещение грунта, а также устройство основания дорожной одежды, которая является ключевым этапом для обеспечения прочности и долговечности будущей дороги. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На участке 30 рабочих и около 15 единиц спецтехники. Погрузчики, экскаваторы, грейдеры и катки. Строители трудятся в 2 смены, чтобы сдать объект в установленные сроки. Пока грунт километров 2 сроки صعدوا يلش دونش خي خلش صعدوا يلش غير وقاعد يلقى يدن دخز بعبيش بور بور صعدوا يلش да мол срок шкачек тверду. Ну а возводимый неподалеку мост существенно сократит путь до Грозного жителям Нурского района. Кроме того, улучшится пропускная способность маршрута для транзитного транспорта, следующего из Дагестана и Калмыкии в сторону Ингушетии и Северной Осетии. Мост соединит Наурский и Натеричный район через реку Терек. Его протяженность будет составлять 297 метров. На данный момент на объекте идут земляные работы. Далее последует устройство береговых опор. Работы на мосту планируют закончить в 2028 году, а дорожное полотно – в 2027. Медина Мударова, Алисхан Кацулов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Настоящий праздник мастерства и традиций развернулся в Шалинском районе. На фестивале Хайнгалджи полксела соревновались в кулинарном искусстве, музыкальном творчестве и оформлении подворья. Мероприятие направлено на сохранение культурного наследия чеченского народа. Но как это было, расскажет Лимда Жамалдинова.
С утра на площадке было оживленно. Хозяйки из 10 сел Шалинского района раскладывали угощения, украшали свои подворья, а вокруг витали ароматы специй. Звуки живой национальной музыки добавляли всем присутствующим хорошего настроения. Каждое село старалось показать себя с лучшей стороны – в еде, в музыке, в убранстве. Где-то танцевали, где-то пели, но все угощали гостей своими фирменными хингалш и чепелгом. И главное – все с открытой душой и широкой улыбкой. Кроме этого, можно было увидеть настоящее искусство. Один из участников фестиваля представил уникальные картины, сделанные из проволоки. Он вручную создал образы, вдохновленные вайнахскими традициями. İşte seriyadın sürücü doğur. Her şadı işte belakşdo. Da işte deçk belakşdo, hom tüyükşdo. Hilar yeter. Tolgi sürücü dağkar nagani slasa. İşte her belakşdo kas. Официально фестиваль открыл глава района, поприветствовав гостей и участников. Также на мероприятии присутствовали официальные гости, которым предстояло определить победителя. Они не только попробовали угощение, но и пообщались с жителями, делились впечатлениями и поддерживали участников. Одним из главных моментов дня стало определение победителя в номинации «Самое гостеприимное подворье». Конкуренция была серьезной, ведь каждое село вложило душу в подготовку. После долгих раздумий жюри объявило отличившихся. Им оказались представители села Дубаюрт. Кто же победитель в номинации «Самое гостеприимное подворье»? Всем интересно? Село Дубаюрт! Награждает министр культуры Чеченской Республики Ибрагимов Иса Магомедхамбиевич. Я, правда, ожидала, но все равно очень приятно. Когда побеждаешь, конечно, приятно. Министр туризма Муслим Байтазиев отметил, что такие фестивали – это не просто праздник, а способ показать всему миру богатство и красоту чеченской культуры. Ни одно сельское поселение не уступало. Все встречали очень радушно гостей, все встречали с музыкой, с национальным фольклором. Было правильное застолье, было большое количество блюд. Мероприятие продолжилось танцами и концертной программой до самого вечера. Культурного события, объединяющего традиции и гостеприимство чеченского народа. Лимда Джамалдинова, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. В рамках всероссийской акции «Письмо солдату» бойцы чеченских подразделений получили письма и рисунки, которые дети отправили специально для них. В своих обращениях к участникам специальной военной операции на Украине школьники благодарили их за доблестное выполнение служебного долга по защите Родины. Кроме того, дети напоминали о том, как их предшественники 80 лет назад одержали победу в Великой Отечественной войне против немецких фашистских захватчиков. Дорогой солдат, тебе пишет ученик 4 Д-класса Маджая Амад. Мне 10 лет. Прошло 80 лет после того, как вы одержали великую победу, которая спасла весь мир от фашизма. Твой подвиг никогда не будет им забыт. Твоя отвага и отвага твоих однополчан, сила и благородство уберегло всего нас. Наше поколение с гордостью слушало и слушает ваши рассказы о трудных временах, о военных подвигах солдат, которые сражались и отдавали свои жизни за нас. Мы гордимся вами, мы благодарны вам за мирное небо над нашей головой и обещаем никогда не забывать ваш подвиг. آمد حبيس موسحاق عشان حندل رئيس خيل تارسن إطولم ويبقربو ده مغلا إباق ويقاوي يقشدو أغمى تسيلا الله أكبر. В республике прошел региональный этап всероссийского фестиваля «Ворошиловский стрелок». Участники соревновались в точности и мастерстве владения оружием. Направлено мероприятие на развитие стрелкового спорта и подготовку молодежи к службе Отечеству. Как проходили соревнования? Репортаж Лимда Джамалдиновой.
Спортивная дисциплина и дух соревновательности. Именно в такой атмосфере прошел региональный этап Всероссийского фестиваля «Ворошиловский стрелок», который собрал юных стрелков со всего региона. Мероприятие началось с торжественного открытия. Со словами поддержки к участникам обратились приглашенные гости и организаторы. Наша республика славится тем, что у нас в регионе ведется отдельная работа именно по военно-патриотическому воспитанию, по духовно-нравственному воспитанию на самом высоком уровне. Основная цель соревнований – не только определить сильнейших, но и помочь подросткам сформировать качества, необходимые для будущей службы в армии – выносливость, ответственность и уверенность в себе. В состязаниях участвовали команды школ региона, занявшие призовые места на муниципальном этапе. В каждой по 2 участника – юноша и девушка в возрасте от 14 до 15 лет. Турнир проходил в 3 дисциплинах – отжимание, метание спортивного снаряда и стрельбе стоя. Такая работа у нас в регионе проводится постоянно, то есть тематика военно-патриотического воспитания молодежи, можно сказать, на самом высоком уровне внимания и органы исполнительной власти нашего региона во главе главы республики герой России Рамзан Ахмадович Кадыров. Конкурсанты фестиваля предварительно готовились к сложным этапам и знали, что конкуренция высокая. Одна из участниц призналась, что волнуется, но рада проявить себя в таких соревнованиях. Нельзя сказать, что мы с командой готовились долго, но готовились мы упорно, потому что мы знали, что игра будет справедливой и победит, конечно, только сильнейший. Организаторами мероприятия выступили Республиканский комплекс общего и дополнительного образования «Квант», Министерство образования и науки Чеченской Республики, ДОСААФ России и региональное отделение движения «Юнармия». По итогам соревнования лучшие команды будут награждены кубками, медалями и дипломами. Лимда Джамалдинова, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В Чеченской Республике стартовал финальный этап спартакиады МЧС России по мини-футболу. Соревнования проходят на территории Академии футбола «Рамзан». Для участия в столицу субъекта приехали лучшие команды из Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья и Северо-Кавказского федерального округа. Пожарно-спасательные коллективы разделились на 2 группы. Из каждой будут определены 2 лучшие. Они продолжат борьбу за главный приз соревнований. Турнир проходит в рамках спартакиады и является системной работой по укреплению физической подготовки личного состава. Для нас важно не только профессиональное мастерство, но и взаимодействие, взаимовыручка тоже очень важно в нашей работе. В неформальной обстановке наши коллеги с разных регионов обмениваются опытом. В республике завершилось первенство по мини-футболу среди юношеских команд. Соревнования проводились с Республиканской школой футбола и собрали лучшие детско-юношеские коллективы региона. В течение сезона команды боролись в своих возрастных категориях, демонстрируя высокий уровень подготовки, спортивный дух и стремление к победе. Финалом турнира стало торжественное награждение победителей и призеров. Первое место в возрастной категории 2010-2011 годов завоевала команда РСШ «Грозный». В категории 2012-2013 годов лучшей стала команда РСШ «Алды». Кроме этого, были награждены лучшие игроки по позициям. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева и до новых встреч в эфире.